Да, я, наверное, краткий обзор расскажу о том, что к нам в коллегию адвокатов сеть квалифицированной юридической помощи обратился вот мой подзащитный гражданин Китайской Народной Республики. Он представляет китайскую очень большую компанию в Кыргызской Республике и приехал сюда, чтобы внести инвестиции для участия в проекте «Безопасный город». В Кыргызской Республике познакомился с гражданином Кыргызской Республики Сыргаком по имени Сыргак, и который, войдя в доверие, обманным путем завладел его денежными средствами в размере $350 тысяч. И еще ко всему он забрал его паспорт и не отдавал. По этому поводу гражданин Китайской Республики обратился к нам за юридической защитой. Нами рекомендовано было ему написать заявление, что мы и сделали. На сегодняшний день правоохранительные органы разбираются в рамках заявленного заявления. Я считаю, что когда в Кыргызскую Республику приезжают большие инвесторские компании, обман инвесторов, он влияет на климат, на экономику в Кыргызской Республике в целом. Поэтому такого рода факты должны пресекаться. И с этой целью мы обратились в правоохранительные органы. Суть дела, наверное, чуть-чуть еще расскажет мой подзащитный, да? Biraz aytып бересиз? Кыргызча тийбейт. Кыргызча болот. Өзүмдүн атым эмне айтты? Жок, Дима алдап койду, эмне алдап койду. Мага айткан сөздөрүм. Мен 2019 март айынын 8-inde келгенмин Кыргызстанга. Келип Аскар деген бир досум аркылуу Сыргак Кенжебаев Сыргак менен танышканмын. Танышып, мен Кытайдын камера акылдуу шаар компаниясына Кыргызстанга алып келдим. Сыргак менен биз экөөбүз партнер болдук. Мен 85% ала турган тапкан акчаны. Сыргак 15% ала турган болуп, биз келишим жаздык. Келишим колумда бар. Биз ноябрда тендер бүттү. Ноябрь айында. Биз тендерни бүттүрүп берсек, бизге Сэнмин кытайский компания $600 000 биздин бүттүрген хакыбыз үчүн $600 000 бердиган келишимimiz бар да. Бунундан Сыргак Кенжебаев Сыргак арада менин өзүм ачкан офисине Эрлан деген бир баланын атыгы жөткөп койгон. Ачы жерде алдамчылык башталган да. Анан паспортун эле билип, Кытайдын $350 000 алган Сыргак. $350 000 декабрь айында элеп, анан менин паспортумду анан берген. Азыр менин акчамды бер десем, жок, акча жетишпей калды $350 000 деп, мага акча берген жок. Шу себеп менен мен СМБга бу адвокатны чогулуп, СМБга берип сотко бердим. Тоорубу? Ушул. Окуя качан болгон эле бул окуя? Качан болуп атат, анан сиз эмеле ушул тууралуу белгилүү болду да. Анан болсо журналисттер Ширин Айтматова коррупция менен күрөшүп атканда ушундай окуя жасалып атат деп байланыштырып атышат да. Ушул экөөнүн байланышы барбы негизи эле? Же буга чейин деле айтып келдиңиз белең? А Ширин Айтматова при чем? Здесь же Сыргак Кенжебаев. Вы нас, наверное, с кем-то путаете. Кенжебаевди Ширин Айтматованын күйөөсү деп атышпайбы? Анан азыр деген ушундай маалыматтар бар. Балким бурмаланып атат, балким бурмаланган жок. Мен сиздерден ошону сурап атам да, ушул сиздердин азыркы чыгып атканыңыздарды ошо менен байланыштырып атышат депчи. Түшүнбөдүм. Ширин Айтматованын күйөөсү
Сыргак Кенжебаев, Сыргак. Айтматова менин күйөөм, менин саясий ишмердиге байланыштуу камалды деп расмий түштүрүп жарыялады. Ошо кандай байланыш бар? Күйөөсү Сыргак Кенжебаев күйөөсү. Менің иш кылган кишим Кенжебаев да Сыргак. Ширин Айтбаевди мен тааныбайм мен. это для меня открытие. А можно вопрос? Вот МВД представило несколько иную версию уголовного преследования в отношении Сыргака. Кенжебаев. В частности, что он там участвовал в какой-то фабрикации уголовного дела. Вам что-нибудь известно об этом? Ой, вы знаете, мы заявили недавно, мой подзащитный обратился к нам в начале декабря, где-то в числах, в начале декабря о том, что ему Сыргак Кенжебаев, его партнер, не отдает его паспорт и не возвращает паспорт. Мы порекомендовали ему написать заявление на имя партнера, чтобы тот возвратил паспорт. Паспорт вообще является собственностью того государства, гражданином которого является человек, сам гражданин. И после этих случаев, вот после того, как отдал Сыргак Кенжебаев, возвратил паспорт моего подзащитного, и он еще, мало того, что забрал $350 тысяч, это со слов моего подзащитного, плюс еще требовал $250 тысяч еще сверх того требовал с него. И по данному поводу было нами заявлено в ГКНБ заявление, буквально, не соврать, несколько дней, неделю назад. Неделю где-то назад, чтобы с датами не ошибиться, то ли 14-го, то ли 13-го мы подали. Лена, можно несколько вопросов? Да. Халим Рустам, Клод Медиа. Скажите, пожалуйста, какую именно компанию представляет ваш клиент, когда он приехал в Кыргызстан для реализации, для инвестиций в безопасный город, и как именно он познакомился с Сыргаком Кенжебаевым, через кого? И еще такой вопрос. Почему Давайте на этот вопрос, наверное, ответим. Он приехал в прошлом году, в 2018 году, в начале года 2018 для участия в тендере, представляя большую компанию, Сянвин. Сянвин. СЯНВИ. Сянвин. Да. И зарегистрировал на территории Кыргызской республики ОСО, представляющий интересы китайской компании. Потом познакомился с Сыргаком Кенжебаевым через своего знакомого гражданина Турции, который проживает на территории Кыргызской республики по имени Оскар. Оскар. Да. А почему вы решили обратиться именно в ГКНБ, а не в МВД? Хотя это же может и МВД расследовать, если это дело о мошенничестве, о задержании паспорта. Потому что мы сочли, что это большое дело, резонансное, и плюс мой подзащитный говорил о том, что Оскар, Сыргак Кенжебаев постоянно угрожал ему с сотрудниками МВД, своими связями в МВД и друзьями в МВД. Даже представлял некоторых знакомых, говорил, что его депортируют, выдворят с Кыргызской республики. Ошондой болгон да? В прошлом году, да, он приехал? Да. Джанар, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вашего подзащитного, вашего клиента есть какие-либо доказательства, помимо слов, на которые он опирается? Может быть, документы, какие-то расписки, общие фотографии с Сыргаком Кенжебаевым, которые могут подтвердить, что они действительно встречались, они действительно были клиентами? Ой, там очень много доказательств. Там есть соглашение, договор, один из соглашений, согласно которого Сыргак Кенжебаев, сторона вторая, получает 15% прибыли, а 85% получает мой подзащитный. То есть соглашение, оно присутствует. В рамках проекта «Безопасный город». Да, да. Поэтому кто-то из вас сейчас сказал про Ширин Айтматову, извините, но это для меня новость. Можете выше поднять? Я сама в замешательстве, и, если можно, хотела прервать нашу пресс-конференцию. Почему хотите прервать пресс-конференцию?
Ну, по ряду личных соображений. А с чем они связаны, если не секрет? Я лично знаю Ширину Айтматову и не хотела бы, ну, А это гражданин если вы каким лично- образом проходит по этому делу? Гавришев, по версии следственной службы МВД. это что? Я не Да. понимаю. Они в МВД Гавриш. обращались, про МВД они ничего не знают. Мы не знаем, мы знаем только о своем деле. Вы поймите, мой подзащитный обратился ко мне только в этом месяце, в начале месяца, в нашу коллегию. Мы не знаем ни о делах Сыргака. Эту фамилию Сыргак Кенджибаев я услышала от него впервые в жизни, поэтому Джанара, извините. разрешите такой вопрос. Вы только что упомянули, что вы лично знаете Ширину Айтматову. Если вы ее лично знаете, вы не знали, кто ее супруг, с кем она там проживает? Я не знала, честно. Поэтому можно прервемся. У вас есть какие-то, может быть, личные комментарии, почему об этом деле стало известно только сейчас, хотя ваш клиент приехал в Кыргызстан еще год назад, Месяц назад к вам и вы обратились в ГКМП несколько дней назад, хотя Неделю назад. хотя Месяц это назад происходит... Нет, Разрешите, не я месяц закончу. назад. Это происходит на фоне того, что Ширина Айтматова и ее движение МЮТ-2020 начали активную антикоррупционную политику и в отношении довольно известных в Кыргызстане семей. У вас есть какие-то комментарии по этому поводу? Нету. У меня нету комментариев вообще. Можно? Это, уважаемые журналисты, в связи с тем, что адвокат очень сильно занят, вот, это пресс-конференцию, пожалуйста, можно это? Да. Ошондо сиз Ширина Зачем Айтматова менен нужно жеке было тааныштыгым звать? бар деп эми жактоочулук кылганды да токтотосузбу? Азыр билип калдыңыз анын Эми без комментариев, ладно?